Мастер ушел, музыка осталась. Обзор виртуальной выставки. Почему, не надеясь на вечную память, мы стремимся хоть что-то оставить, а потом уже кануть во тьму? Шамиль Анак. Год назад, 29 июля 2013 года, в 57 лет скоропостижно скончался один из выдающихся композиторов Республики Башкортостан Салават Ахмадеевич Низаметдинов. В расцвете творческих сил, исполненный вдохновения и постоянного поиска, только что завершивший работу над новой оперой, он ушел, оставив после себя светлые воспоминания и свою музыку. Именно ей, музыке, посвятил свою жизнь Салават Низаметдинов. Жанровый диапазон его творчества охватывает оперы и симфонии, хоры и романсы. Он написал более 200 эстрадных песен, музыку к спектаклям, документальным и художественным фильмам. Будущий композитор родился 3 марта 1957 года в поселке Миндяк Учелинского района. В 7 лет поступил в Уфимскую коррекционную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Самой большой радостью для слепого мальчика стали занятия музыкой. Он пел в хоре, с интересом осваивал баян, домбру, кларнет, трубу. Когда Салавату исполнилось 11 лет, его приняли в только что открывшийся филиал детской музыкальной школы номер 1. Затем занятия были продолжены в Уфимском училище искусств. В 1979 году первая значительная победа. На международном конкурсе незрячих композиторов в Праге Салавату Низаметдинову была присуждена 3-я премия за романсы на стихи Александра Блока. Позднее, в 1988 году, на том же конкурсе башкирский композитор был удостоен 2-й премии за вокальный цикл «Черновик» на стихи Ники Турбиной. По окончании Уфимского государственного института искусств, ныне Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова, Салават Низаметдинов поступает в аспирантуру Московского государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В 1983 году его принимают в Союз композиторов СССР, а в 1988 году Салават Низаметдинов получает золотую медаль выставки достижений народного хозяйства СССР за вокальную симфонию «Разговор с Салаватом». В 1989 году на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета состоялась премьера его первой оперы «Черные воды» по одноименной поэме Мустая Карима. Затем были премьеры опер «В ночь лунного затмения», «Мементо», «Половинки», «Звезда любви», «Наки», «Геометрия жизни». Салават Ахмадеевич Низаметдинов – лауреат премии Союза композиторов России имени Дмитрия Шостаковича, национальной премии имени Елены Мухиной, молодежной премии имени Галима Саляма, международной премии первой степени «Филантроп». Он заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Башкортостан. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых предлагает вашему вниманию выставку «Мастер ушел, музыка осталась». Выставка начинается с 4-го тома башкирской энциклопедии, вышедшей в 2008 году. Здесь на странице 424 дается краткая информация о жизни и творчестве композитора Низаметдинова. Автор статьи Ахмедшина пишет: творчеству Низаметдинова присущи стилевая, жанровая и тематическая широта, философская глубина образов. Музыка отличается ярким мелодизмом, оригинальностью и богатством средств музыкальной выразительности. Здесь же перечисляются все его награды и звания. Следующая книга, представленная на выставке, «Композиторы и музыковеды Башкортостана. Очерки жизни и творчества», вышедшая в издательстве «Китаб» в 2002 году.
Сборник включает в себя 58 статей о музыковедах и композиторах, членах Союза композиторов Республики Башкортостан. Одна из статей на странице 167 посвящена Салавату Низаметдинову. В этой статье дается подробная информация о жизни и творчестве композитора, дается анализ его произведений. Автор статьи «Спектр» пишет: «Можно по-разному относиться к тому, как объединяет Низаметдинов в своих авторских концертах музыку классической и эстрадной ориентации. Можно спорить о правомерности взаимодействия этих музыкальных потоков в тех или иных случаях. Но одно безусловно – композитор вслушивается в сегодняшний день во всей его пестроте. Он живет в этом мире и дает его срез в собственном восприятии, отчетливо представляя себе, что прекрасно и что безобразно». В конце статьи перечисляются основные произведения композитора и приводится список литературы о нем. В справочном издании «Башкирская профессиональная музыка», изданном в Уфе в 1994 году, приводится систематизированный перечень музыкальных произведений башкирских профессиональных композиторов, указано местонахождение публикаций и рукописей нот. На странице 107 дается краткая биографическая справка о композиторе Низаметдинове. Его творчество поделено на следующие подразделы: произведения для музыкального театра, оперы, камерно-инструментальные произведения, вокально-хоровые произведения и обработки башкирских народных песен. Биобиблиографический указатель «Незрячие деятели культуры и искусства Башкортостана» представлен на выставке в двух форматах – плоскопечатном и рельефно-точечном по Брайлю. Указатель подготовлен Башкирской республиканской специальной библиотекой совместно с Домом творчества инвалидов в 2011 году. Основной задачей указателя является пропаганда достижений незрячих деятелей культуры и искусства и литературы о них. На странице 28 дана краткая биографическая справка о Салавате Низаметдинове, его фото, список произведений и литературы о нем в хронологической последовательности. На электронных дисках представлены следующие издания о композиторе, озвученные в студии звукозаписи специальной библиотеки. «Восхождение», 2003 год. На этом диске записана история жизни и творчества композитора Низаметдинова. Ее озвучивают Виктория Симонова и Рашид Гайсин. Еще один диск – 5 женских портретов для симфонического оркестра, 2011 год. На диске представлены музыкальные пьесы Салавата Низаметдинова для оркестра под названиями «Мудрая», «Загадочная», «Нежная», «Странная», «Непредсказуемая». Также на диске представлен полнотекстовой библиографический указатель «Несломленная нота», разработанный сотрудниками Башкирской республиканской специальной библиотеки в 2012 году. Данный указатель можно найти на сайте библиотеки. На 4 дисках представлен юбилейный альбом эстрадных песен Салавата Низаметдинова под общим названием «Наперекор волнам», который композитор подарил нашей библиотеке. На обложке последнего диска он написал свои пожелания своим слушателям. «Мои друзья, желаю вам стремить по жизни челны, не вслед, а поперек волнам». Эстрадные песни Салавата Низаметдинова представлены также на 2 магнитофонных кассетах: «Песни» 1993 год и «Я живу» 1997 год. Песни композитора исполняют Идрис Газиев, Айсулу Султанова, Лина Ганиева и сам автор. На выставке представлен юбилейный буклет, подготовленный сотрудниками библиотеки Салавату Низаметдинову 55. На буклете есть автограф композитора, который он поставил во время своего юбилейного вечера, проведенного в библиотеке. Уважаемые читатели, обратите внимание на книгу Салавата Низаметдинова «Исповедь», изданную уже после смерти композитора в Уфе издательством «Инеш» в 2014 году.
Литературную запись осуществила известная журналистка-музыковед Виктория Симонова. Вот что пишет она в своем вступлении. «Эта книга не о нем, она его. В ней звучит его голос. Она разная, и повествовательная, и смешная, и драматичная, и резкая, и лирическая. Но если вы ее прочитаете, то узнаете композитора Салавата Низаметдинова лучше. Это его исповедь. Он был перед вами честен. Это я вам обещаю». Книгу «Исповедь» наша библиотека издала по Брайлю еще в 2012 году, и Салават Низаметдинов успел ее прочитать и оценить. Книга эта была презентована и подарена Салавату Низаметдинову. На выставке представлена исповедь и в электронном формате, озвученная в 2014 году сотрудниками библиотеки. Жизни и творчеству композитора Салавата Низаметдинова посвящено очень много журнальных и газетных статей. На нашей выставке представлены 3 наиболее интересных статьи. Статья Лилии Латыповой «Геометрии гармонию поверил» в 4-м номере журнала «Рампа» за 2012 год посвящена новому сочинению композитора – опере «Геометрия жизни». Автор статьи пишет: «Салават – один из самых востребованных и популярных композиторов Башкортостана. Противоречивая личность, вызывающая в окружающих столько же дружеского участия, искреннего расположения, сколь и негативных эмоций. В общем, обычный человек, как и все мы. Только музыка у него остается на особом, только ей отведенном месте в иерархии художественных ценностей». Далее автор дает подробный анализ оперы и пишет, что «Геометрия жизни» представляется ей одним из удачных сочинений Салавата Низаметдинова, из тех, что обречены на любовь слушателей. Статья Гузель Галимовой «Эта книга не о нем, а она его» вышла в журнале «Рампа» в номере 8 за 2013 год. На обложке этого номера большая фотография композитора. Эта статья представляет собой подборку цитат из книги «Исповедь». Галимова пишет: «Один умел талантливо сочинять музыку, другая – взволнованно говорить о ней. Он давно задумал написать книгу, а ей хватало терпения и такта выслушивать его исповедь и обращать мысли в живой текст. Они нашли друг друга – композитор Салават Низаметдинов и музыковед Виктория Симонова». Статья издана уже после кончины композитора. И еще одна статья вышла после смерти композитора в газете «Вечерний Уфа», номер 149 за 2013 год. Статья называется «Мы не сразу поймем, кого потеряли» и содержит высказывания композиторов и музыковедов республики о Салавате Низаметдинове и его творчестве. На нашей выставке представлены также уникальные ноты к музыкальным произведениям Салавата Низаметдинова, написанные им самим шрифтом Брайля. Это ноты оперы «В ночь лунного затмения» в 3 актах. На выставке представлен также сборник нот эстрадных песен Низаметдинова под названием «Плыву против течения», изданный на башкирском языке в издательстве «Китаб» в 2007 году. Послесловие к сборнику написала известная писательница и поэтесса Зухра Кутлугильдина. Это послесловие имеет название «Глаза его вмещают мир», в котором она говорит, что Салават Низаметдинов смотрит на мир глазами души. Закончить обзор по нашей выставке «Мастер ушел, музыка осталась» хочется словами музыковеда Виктории Симоновой. Слушая его музыку, не задумываешься о том, что ее автор был лишен одной из самых прекрасных человеческих возможностей
видеть. Он впитывал в себя мир в остальных ощущениях и впитывал настолько жадно и страстно, что порой казалось, будто он видит больше, чем иные зрячие. Он дал многим пример героического преодоления недуга и образец поразительного трудолюбия. Он был открыт миру и не ставил преграды, а разрушал причины, мешающие ему добиться цели. Он – композитор Салават Низаметдинов.